Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. Дискриминация не знает границ. Так отметил марокканец, который решил пожениться на своей словенской партнерше. Он хотел подать заявление на получение вида на жительство в административной единице Любляны. Супруги принесли в Иноту все необходимые документы для подачи заявления на получение вида на жительство. На основании того, что марокканец стал членом семьи словенской гражданки. Несмотря на всю необходимую документацию, сотрудница не хотела принимать заявление, так как посчитала их брак фиктивным. И супругам пришлось обратиться к юристам для защиты своих прав. Позже юрист направил всю необходимую документацию от их имени в административное подразделение. Пришлось даже вмешаться полиции. Но на этом испытания для несчастного марокканца не закончились. После посещения административного блока он был остановлен полицией. Он показал им свой документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о браке, и сказал, что подал заявление на получение ВНЖ вместе с женой через адвоката. Но так как у него еще не было подтверждения о получении ВНЖ, ему грозила депортация. Поэтому он снова подал прошение о предоставлении убежища и был помещен в лагерь для беженцев. Условием его освобождения была справка о заявлении. Позже, правда, полиция отпустила его домой к жене. Адвокат пришел к выводу, что в данном случае дискриминационным образом действовали две сотрудницы управной ноты. Первая должна была принять заявление супругов, но она отклонила его, так как считала, что они вступили в брак только для того, чтобы марокканец мог проживать в Словении. Но она должна была инициировать тогда официальный процесс проверки наличия брака, но этого она не сделала. Таким образом, адвокат пришел к выводу, что два сотрудника подразделения Люблянской Иноты нарушили право на свободу передвижения гражданина Марокко и право супругов на уважение семейной жизни и неприкосновенности частной жизни. Надеюсь, что все-таки справедливость восторжествовала, и марокканец сможет получить свой вид на жительство. Вторая новость меня реально шокировала. В шведском парке аттракционов Грёна Лунд произошла авария на американских горках. 1 человек погиб и 9 человек получили ранения. По словам очевидцев, поезд на американских горках сошел с рельсов. Эти американские горки достигают высоты 30 метров и скорости 90 км в час. 14 человек находились в данный момент на этом аттракционе. Когда некоторая часть отделилась и защита разблокировалась, люди просто начали падать с такой огромной высоты. Парк на некоторое время закрыли, но, по-моему, сейчас он уже возобновил свою работу. Да, вот это действительно был захватывающий аттракцион, и кому-то он даже стоил жизни. Я против всяких экстремальных аттракционов. Я считаю, что в жизни и так достаточно экстрима, чтобы дополнительно еще себе щекотать нервы какими-то экстремальными аттракционами. Мы со своей семьей вообще не посещаем никаких аттракционов. И даже наши дети никогда не просятся, чтобы мы их туда отвели. Ну и после такой новости, я думаю, что мы и дальше не будем их посещать. В Словении приняли закон о преобразовании дополнительного медицинского страхования. Как я поняла эту новость? Вообще в Словении существует дополнительное медицинское страхование. И лично я за него доплачивала 37 евро в месяц. Выгоды, правда, пока я никакой не почувствовала от этой дополнительной страховки, но может быть это потому, что у меня не было каких-то серьезных проблем со здоровьем. И вот это дополнительное страхование мы покупали у страховщика. Вообще в Словении было 3 страховщика, которые продавали вот эти дополнительные медицинские страховки. И в последнее время вот эти
страховщики решили очень сильно повысить цены на дополнительные медицинские страховки. Люди стали возмущаться, и государство приняло решение, что теперь оно само будет заведовать этими медицинскими дополнительными страховками и таким образом сдерживать рост цен на дополнительное медицинское страхование. Я это поняла так, что частные медицинские страховые компании уйдут с рынка, и государство станет монополистом, и цены будут на дополнительное медицинское страхование заморожены. А обычно для чего делали вот это дополнительное медицинское страхование? Для того, чтобы ты не доплачивал за лекарства и чтобы как-то быстрее получить, например, какую-нибудь нужную операцию. Это мы понимали таким образом. Но на самом деле в Словении реально есть проблемы с медициной. Например, вот у моего ребенка очень больные уши. И вот нам в очередной раз пришлось записаться к отоларингологу. И чтобы записаться к отоларингологу, мы вот написали своему педиатру об этом в конце июня, получили направление, и нас смогли записать только на конец сентября. И то это будет не в Любляне, а совершенно в другом городе Словении. А в Любляне очередь такая, что уже все расписано у лоров на год вперед, и нет никакой возможности записаться к бесплатному лору в самой Любляне. А платный, между прочим, прием у лора стоит почти 100 евро. Интересная новость, что американцы славянского происхождения проводят свой крупнейший ежегодный культурный фестиваль недалеко от Питтсбурга, штата Пенсильвания, с живой музыкой, презентациями славянского культурного наследия и различными конкурсами. Интересно, что, оказывается, в Америке проживает примерно 300 тысяч человек славянского происхождения. И этот фестиваль проводится уже в 40-й раз и организован Славянским национальным благотворительным обществом. Большинство американских словенцев живут в Огайо и Пенсильвании. Физик-математик стал первым словенцем, выигравшим 2 гранта ERC Advanced. Профессор Томаш Просен получает 11-ю награду по математике и физике в Любляне. В рамках проекта «Квантовая эргодичность, стабильность и переходы» Просен будет исследовать устойчивость квантового хаоса и квантовой эргодичности к внешним нарушениям. Эргодичность – это идея о том, что точка движущейся системы в конце концов посетит все части пространства, в котором движется система. Если исследовательская группа смогла определить одну из таких разрешимых парадигм, честно говоря, я ничего в этом не понимаю, но то, что он получил грант на 2,17 миллиона евро в виде финансирования, это очень даже неплохо. Друзья, на этом мои короткие новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, делиться своим ценным мнением в комментариях и подписываться на канал. Пока-пока, до новых встреч!